Всем салам алейкими, мои родные, шапутные, цветовые, тепловые, копченые, удовлетворенные, в микроволновках печеные. Всем блондинкам и брюнеткам, киндер-сюрпризам и конфеткам, всем акулам, дельфинам, ловеласам и креветкам. Әңгіме базар, анау-мынау, мант-лагман, самса-палау. Салам всем мобилографиядағы студентам, сегодня будет много контента. Всем новичкам и постоянным резидентам, моим аристократам и интеллигентам. Добро пожаловать на Mobile 5, который был в Дубае снятый, чтобы после этого курса у всех был уровень 80. Всем салам алейкими. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті менің студенттерім. Бүгін біз сіздермен қиын монтаж, яғни динамикалық видеомен қиын монтаж сабағы болады. Қараңыздар, бұл сабақты біз бір жарым жыл бұрын тіпті жазған сабағымыз болатын. Бірақ сонда да мен ойлаймын, біздің мобилография 1 курсының ең соңғы және ең өзіме ұнайтын сабақтардың бірі. Сонда мен сіздерге берейін деп шештім. Осы жерде сіздерге міндетті түрде үй жұмысын жасаңыз. Өкінішке орай алдын ала кешірім сұраймын, ол сабақ орысша жазылынған, бірақ астында қазақша субтитрлері қойылған. Бұл біздің мобилография 1-дің ең ұнайтын өзіме сабағы. Тіпті осындай жаңағы дәрежедегі сабақты мен әлі күнге дейін қайталай алмай жүрмін. Бір шедеврді жазсаң қайталау қиын дейді ғой. Бірақ сіздерге де соны қалай түсірілгенін көрсетіп беруге шештім. Және бұл жерде енді сіздер монтаж процесін көре отыра, монтажды ол жерде біз тағы иншотпен жасаған болатынбыз. Өзіңіз білесіз, иншотпен де, VN-мен де, яғни инструмент әртүрлі, бірақ в итоге логика бір. Сол бір логиканы қолдана отыра, мен сіздерден қалай айтсам, қиын динамикалық видео монтажын күтетін боламын. Әр детальға өтініш назар аударыңыздар. Және сіздерден Таиландтан біздің түсірген бір сабақ, сол сабақтың исходный материалы және үй жұмысы сіздерге. Сол үй жұмысын жасап көріңіздер, қолдарыңыз үйренсін. Айтпақшы, белгілейтін кезде мені сторисқа салып, мына мені белгілеп қойыңыз, Қыран студентсті белгілеңіз. Жалпы негізінен осы екеуін белгілесеңіз жеткілікті. Ребят, всем привет, и сейчас мы будем монтировать стиль с переходами. Итак, открываю InShot и начинаю загружать весь материал, то, что мы с вами снимали. Пусть будет это... Два. Типа такой вот. Окей, 3. Это почему-то обычное видео. 4. 5. 6. 7. 8. 9. То есть я сейчас выбираю те кадры, с которыми я, так скажем, буду сейчас работать. Добавляю музыку, у меня она уже стоит в импортированном. Это будет Stranger Things. Итак, что мы сейчас делаем с вами? Сразу нажимаем на вот этот X. Обязательно, пожалуйста, не забудьте. Нажимаем на X, удалить на этот раз. Не на этот раз, всегда так можно делать. Объем. Убираю весь звук. Окей. В первую очередь, что я делаю? Я беру и выбираю рабочий кадр. Что такое рабочий кадр? Это самый удачный момент, во-первых. Или же оттуда, где начинается и заканчивается движение. Пожалуйста, режьте с того момента, то есть начните с того момента, когда у вас движение уже идет, а не так, что вы вот сперва мы ждем, и только потом движение начинается. То есть у меня тут кадр начинается где-то отсюда. Разделить. Я убираю конец. И все, он ударил.
Так мы задеваем, нажимаю разделить и удаляю конец. Вот это уже считается как рабочий кадр. Я хочу сделать переход, кульминационный момент музыки, именно попасть под бит, тот момент, когда данный объект или человек в кадре попадает под гонг. Вот. Окей, на данный момент у меня музыка чуть-чуть идет как раньше, поэтому я иду назад, то есть тяну чуть-чуть, немного назад. Окей, теперь наоборот, тяну чуть-чуть вперед. Тут, знаете, тут надо чуть попариться. Или же по секундам надо считать вручную. Ну, мне легче двигать вперед-назад. То есть вы понимаете, да, что мы делаем? Мы попадаем под бит кульминационного момента. Почти. Чуть-чуть надо. О. Окей. Это мы с вами выбрали хорошо. Либо у нас камера двигается вперед, назад, или налево, или же направо. Если у вас в первом кадре камера двигается вперед, следующий кадр тоже желательно, она должна тоже двигаться вперед. У вас движение должно продолжаться, то есть в логическом плане мы не можем следующий кадр, должно быть, чтобы оно шло назад. Да, можно сделать, если мы делаем реверс, то есть мы впускаем в обратное, или же как-то, то есть надо оправданно, то есть надо, чтобы у вас это было как-то логический переход. Я сейчас вам это покажу. То есть, знаете, вперед. Сейчас я вот выбираю второй кадр. Ищу рабочий момент. То есть, вот это вот. И оно так заходит. Вот, все. Вот, а тут тоже хочу опять под бит попасть. Сейчас я вам покажу третий кадр. То есть третий кадр, ищу рабочий момент. Смотрите, если мы рабочий момент не выбираем, она будет выглядеть так. То есть, видите, да? Чуть-чуть застывает и потом начинает идти. А у нас же движение не должно останавливаться. То есть вперед, 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 вперед. Это, к сожалению, вот этот кадр, к сожалению, не таймлапс, поэтому скорость максимально хочу. Не пойдет. Чтобы попасть под бит, я чуть-чуть срезал начало и увеличил скорость. Давайте отрежем отсюда тоже разделить. То
То есть вы понимаете, да, мы сейчас все переходы делаем под бит. Окей, но у меня следующий кадр, скорее всего, будет вот этот. Так как вот этот кадр слишком длинный, я как сделаю самый чуть-чуть момент, где я приближаюсь к зданию, то есть слишком длинное, наверное, отсюда я значит, буду делить, и начально вот этот момент можно чуть ускорить, чтобы попасть под бит и чтобы зрителю не было скучно. Еще чуть-чуть. Окей, следующий кадр. Я просто свои кадры наизусть знаю, поэтому выбираю именно те кадры, где я двигаюсь вперед. Угу. Не, ну вот это чуть-чуть не в тему. То есть у нас все храм, движение и аэропорт. Скорее удалю. Вот тут опять тоже выбираю рабочий момент. Это вот это. Тут тоже, чтобы попасть под бит. Все. О. Можно отсюда разделить и чуть-чуть ускорить. Давай еще ускорим. Все, тут подбит. Вот это я ставить не буду. Знаете, что я поставлю? Я поставлю вот это. Итак, смотрите. То есть все это время мы двигались вперед. Вот. Вперед, вперед, вперед. Мы, значит, куда-то заходим, да? Но должен быть момент, когда логически у нас, потому что у меня уже следующий кадр, и я начинаю крутиться. У меня должно быть какой-то вот логический переход к тому, что от этого я перехожу на вот это. То есть как это мы с вами сделаем? Вот этот кадр я отправляю назад, вот это тоже, и работаю под бит.
Окей, дальше мы делаем некий переход. То есть у нас камера сейчас тут направляется в темноту, и также движение начинается с темноты. Разделить, это вот, наверное, максимальный. То есть она будет выглядеть так. Теперь у нас начинается некое такое круговое движение объекта. Это вот. Разделить, удалить. Тут тоже. Начинаю с того момента, откуда начинается музыка. Можно чуть-чуть ее ускорить, разделить, удалить и следующий кадр пусть будет вот это. Тут тоже выбираю рабочий момент, разделить. Давайте на 4. Не 4, кажется, слишком. Давайте на 2. Опять-таки попадаем под бит. Тут можно на 4 смело тянет, только надо выбрать вот рабочий. И, наверное, чуть отсюда на 4. Итак, смотрите, тут надо попасть опять. Надо слушать и чувствовать, чтобы попасть под бит. Вот это видео я ускоряю, потому что это обычное видео было. Вот. Движение начинается, это рабочий момент. Теперь смотрите, мы же двигаемся, но надо направление правильно выбрать. То есть, окей. То есть, как я тут выбрал правильное ли направление, я посмотрел наверх. На верхнюю часть тот же самый кружочек стоит. Разделить. Хочу чуть-чуть. Разделить, удалить. И теперь надо же как-то логически это видео заканчивать. Как мы с вами делаем? Выбираю самое первое видео, создаю копию, то есть продублировать. Выбираю и тяну назад. Назад. Тут опять-таки мне видео крутится вот так. Это я опускаю в обратное. Тынк.
И получается... То есть, понятно, да? То есть мы закончили так же, как и начинали, но при этом у нас есть как бы все идет по цепочкам. У нас как бы в объекте что-то двигается и под конец тоже двигается. Дальше у нас вот получилось так. Добавил темную картинку, добавил текст, написал to be continued. И можем сначала посмотреть. И go. Мы с вами полчаса монтировали 30-секундное видео. Поэтому практикуйте, пожалуйста, практикуйтесь, еще раз практикуйтесь. И это очень важно. Это же не такая вещь, что вы за один день сможете к чему-то научиться. А нужно постоянно практиковаться, нужно постоянно пробовать. Методом пробования и ошибок, методом тыкания. И покупать ли, стоит ли программу, конечно же, нет. Вот это бесплатная версия, и, в принципе, мне этого хватает. Программа для монтажа это просто инструмент. Это как сварочный аппарат у сварщика. Остальное зависит только от вас. Это просто программа. То есть до этого я такой же ролик, если монтировал на iMovie и на других программах, так же, как и на InShot. Это просто, то есть, понимаете, да? Поэтому всем спасибо. Это такой был самый один из тяжелейших, трудных уроков. Поэтому, пожалуйста, постоянно практикуйтесь. И всем спасибо.